Косматые тучи клубятся дымя над Газой, душой Палестины. И там, где вчера стояли дома, сегодня дымятся руины. И детская кровь растеклась по камням разбитого детского сада, как самый ужасный укор палачам, прислужникам черного ада. Гудят самолеты, и бомбы летят в смертельном ковровом порядке. И чьи-то убитые дети лежат, как розы на выжженной грядке. Но ночью, когда огнедышащий гром в своих захлебнулся снарядах, две девочки встретились в небе ночном, два ангела в белых нарядах. «Привет тебе, Айша», — сказала одна, глазенками ясно сверкая. «Скажи, почему ты сегодня грустна? Ты раньше была не такая». Вторая сказала: «Малика, привет. Сегодня нас снова бомбили. Мне страшно и больно на это смотреть. Я неба не вижу от пыли». «Ах, Айша, как я бы хотела помочь!» Вздохнув, погрустнела Малика. И сразу же странная звездная ночь рассыпалась в огненных бликах. И снова, сквозь грохот и гул канонад, в пространстве другого эфира, две девочки в черных руинах сидят над гибнущей совестью мира. Айша, потирая ручонку свою, сказала с тоскою ребенка: «А я потеряла игрушку мою, любимого медвежонка. Ты помнишь его? Он такой был смешной. Возможно, сгорел горемыка». «Да, помню, пушистый и круглый такой». «Печально», — сказала Малика. «Ты ела сегодня?» — спросила она. Пожала Аиша плечами. «Не ела, Малика, уже я 3 дня. У нас здесь еды не бывает. Здесь холодно ночью и страшно кругом, когда поднимается ветер. И маму убили, и брата с отцом. Одна я осталась на свете». «Айша, а подружка хоть есть у тебя?» — спросила Малика в смятении. «Нет, только одна ты сейчас у меня. Жаль, видимся лишь в сновидениях». Малика проснулась, дрожа как птенец, как будто ее зазнобило. Из комнаты медленно вышел отец. «Куда ты?» — малышка спросила. «Я видела, Дада, подругу Айшу. Ей плохо, без мамы и брата». «Спи, дочка, иду на намаз тахаджуд». «А что за намаз это, Дада?» «А это, Малика, особый намаз от порчи, от злобы и страха. Когда ты за полночь встаешь, как сейчас, и помощи просишь Аллаха». «О чем же ты просишь Аллаха, отец, когда ты его совершаешь?» «Спи, дочка, храни тебя светлый Творец. Сама все с годами узнаешь». Малика садится и смотрит в окно, глазами отца провожая. На улице дождик и очень темно. Мечеть фонарями сверкает. Мечеть называется «Сердце Чечни». У входа собрались мужчины, и будут сегодня молиться они за бедных детей Палестины, которых лишили надежды и прав на жизнь, завалили камнями. И девочка, тоже ладошки подняв, шевелит сухими губами: «Аллах всемогущий, храни и спаси Айшу и народ Палестины. Пусть лидер, подобный Ахмату Хаджи, придет к ним, как свет благостыни. Нас тоже когда-то бомбили все дни, стреляли по нам неустанно, пока не прислал ты Ахмата Хаджи, чтоб вывел народ из капкана.
Я книжки свои не читаю уже, смотреть не могу на игрушки. И думаю только о бедной Айше, молюсь о спасении подружки. А утром отец, отойдя от молитв, увидел, свернувшись у стенки, Малика на маленьком коврике спит, поджавши худые коленки. «Малика, зачем же ты спишь на полу?» — спросил он ее удивленно. «Я, Дада, молилась всю ночь за Айшу», — ответила девочка сонно. «Просила, чтоб наш всемогущий Творец помог ей. Он всем помогает». «А кто она?» — вновь удивляясь, отец малышку к груди прижимает. «Она мне подружка. Мы каждую ночь беседуем с ней до рассвета. Я очень хочу ей хоть чем-то помочь. Она голодна и раздета». За завтраком девочка грустно сидит, не ест, и в глазенках тревога. С заботой отец на дочку глядит. «Малика, поешь хоть немного». «Прости меня, Дада, я не голодна, когда там Айша без еды». «А где она, дочка? И кто же она? Какой она дальней страны?» «Не знаю, но там убивают детей большими ракетами с неба. И нет уж защиты у бедных людей, ни дома, ни крыши, ни хлеба». Малика печально глядит на отца, душой за подругу страдая, и слезы, по щечкам стекая с лица, струятся, как дождик сверкая. Сидит, не притронувшись к каше своей, не тронув свои мандарины. И вдруг в телевизоре блок новостей и кадры с детьми Палестины. И видит Малика, как чисто они и очень красиво одеты. К ним помощь из фонда Ахмата Хаджи приехала сквозь все запреты. Малика глядит с удивлением в глазах, с улыбкой счастливой, как прежде. И видит Айшу с медвежонком в руках, в красивой и чистой одежде. «Ах, Дада, вот Айша с счастливым лицом, и так улыбается мило». Отец наконец понимает, о ком Малика ему говорила. И он от волнения сидит не дыша, и дочку свою обнимает, а из телевизора смотрит Айша и Мишку к груди прижимает. А ночью средь дымных созвездий небес, вдали от страдания земного, два ангела в мире любви и чудес, две девочки встретились снова. «Малика, привет!» Улыбаясь, свои игрушки Айша показала. «Вот Мишка, вот платье. Мне их из Чечни сестренка Хадижа прислала. Я ела впервые за несколько дней и Мишку кормила жадюгу. Привет!» И Малика подружке своей погладила тонкую руку. «Айша, я тебя приглашаю в Чечню, в наш город, где много игрушек. Здесь чистую душу согреет твою забота друзей и подружек». Малышки смеются, и звезды горят над миром без войн и ненастья. Два ангела в небе полночном парят и кружатся долго от счастья.